Добрый день! Сегодня будем готовить треугольники. Одна из самых вкусных блюд татар. Для этого нам понадобится мясо, картошка, лук, мука, молоко, масло. Если мы немножко мяса гуся или утки добавим говядине, треугольник будет намного вкуснее. Сначала взбиваем яйца. Потом туда ложим молоко. Можно кефир, можно простоквашу. Добавляем масло. До однородной консистенции. И начинаем добавлять муку. Если тесто останется, ничего страшного, мы его положим в холодильник и в следующий раз будем добавлять. Сначала весим емкости. Когда домесили, и обычно его просто пока подходит тесто, готовим начинку. Лук режем кубиками. Как нарезали лук, мы его отправляем в миску. Также поступаем картошкой и мясом. Мясо должен быть разных сортов. Говядина, гусь, можно утку, можно сердце говяжье, но ни в коем случае печень. Тоже отправляем. Начинку солим. Можно добавить укроп сушеный, анис сушеный. Я добавляю анис и сушеный чеснок, а также персик. Это все по вкусу. А потом все хорошо перемешаем. И смазываем со сливочным маслом. Начинаем готовить треугольники. Проверяем тесто. Тесто подошло. Немножко еще раз помесим. Делим на треугольник. И делим на порции.
треугольники отправляем в духовку, предварительно нагретую. Сюда же добавляем вторую сковороду. Место я всегда делаю на 2 раза, поэтому у меня половина остается. Я его целлофановый пакетик и в морозильник уберу. И на следующий раз я тесто готовить уже не буду. Через полчаса, как поставили сковороду в духовку, достаем его. Достаем его и через дырочки, которые оставили, наливаем бульон. Для этого очень удобно использовать чайник заварной. И обратно в духовку. При этом не забываем, что вторую сковороду поставили минут на 10 позже. Смазываем их со сливочным маслом. Слушайте, мужики, вы достали уже, мы так до утра ничего не купим. Но цена не та, то цвет не тот, то дорого. Как всегда, я свои выпечки делаю на солнечной энергии. Для приготовления данного блюда у меня ушло примерно киловатт энергии. Ну вот и все. Треугольники мои готовы. Приятного вам аппетита!